меньше часа до конца тура на нашей кухне кипит работа. Совсем скоро наши кулинары встретятся с экспертами. Что же скажут шефы, как оценят их блюда, узнаем в этом выпуске. Стремительный темп современной жизни просто не оставляет времени на долгие походы по магазинам, особенно если купить нужно много и разное. И тут на помощь приходит Макс Маркет. Здесь каждый может найти все, что нужно именно ему. Потому что Макс Маркет – это рай для гурманов и кулинаров. Правильное питание – основа здоровой жизни и долголетия. И когда мы начинаем заботиться о своем рационе, встает вопрос, где же найти все эти продукты. В Макс Маркет можно найти абсолютно все. Полезные зерновые, различные виды муки для выпечки без глютена и даже богатые витамином В спирулина и источник растительного белка хлореллу. Макс Маркет – это рай для гурманов и кулинаров. Олеся Николаева, мама 4 детей, познает мир нутрициологии и печет хлеб на закваске, любит путешествовать и пробовать еду в разных точках мира. Аргентий Налайдыров, молодой человек, обожает готовить и пришел сюда только за победой. В свободное время самостоятельно постигает мир вокала через видеоуроки. Гюльней Федотова, мама 3-летней дочки, экономист, во всем любит план и четкие задачи. А вот участие в кулинарном шоу – давняя мечта девушки. Ведь наша участница обожает смотреть кулинарные конкурсы. Татьяна Константинова – домохозяйка, любимая жена и счастливая мама 3 мальчишек. Любит фотографировать, отдыхать на природе с детьми и делать что-то своими руками. Считает, что готовка успокаивает и поднимает настроение. В прошлом выпуске полента и свиная корейка – задание отборочного тура. Участникам пришлось вновь работать с морепродуктами и мидиями, которые снова стали неприятным сюрпризом для кулинаров. Полента – это, как я понимаю, кукурузная мука, да? Это как, кашу я пару раз готовила, но вот полента – это же такое самостоятельное блюдо, гарнир получается. Я буду действовать по обстоятельствам. Якутская кухня же далека от морепродуктов. Морепродукты – это же не наше, не родное, поэтому для меня это будет трудно. Сегодня по нашему меню полента с морепродуктами. Ну, что я могу сказать? Морепродукты я обычно не готовлю, потому что у нас в семье как-то не принято. Какие морепродукты еще? Я мидии вообще не умею готовить. Вот ни разу не готовила, честно сказать. Креветки еще более-менее. Вот кальмары, там, может быть, вот что-то такое еще может приготовлю. Полента, что-нибудь придумаем, я думаю, как-нибудь выкрутимся. А насчет свинины с кино и булгуром, я прям не знаю. Для меня будет очень сложно приготовить морепродукты, такие вот. Но сегодня посмотрим, как я буду справляться. Я люблю смотреть шоу «Правила моей кухни», и там, как классическое сочетание, всегда приводят в пример морепродукты и поленту, кукурузную кашу. Думаю, я справлюсь с этим заданием. С самой незавидной позиции стартовала Татьяна. Участнице пришлось добирать остатки с общего стола. Конкуренты в этот раз думали только о себе. Уксус. Так, лук, чеснока нету. Картошку возьму.
Я подошла к столу последней, поэтому мне ничего и не осталось. Мне досталась мука, весь сахар, масла ничего нету, и одни овощи да фрукты. Чудеса управления временем продемонстрировала Олеся. Пока участники ломали голову над блюдами, девушка на раз-два справилась сразу с несколькими задачами. Да, я уже завернула рулет. Он у меня сейчас немножко постоит, и потом я его в духовку. Начинка у вас какая рулета? Начинка рулета у вас какая? Начинка рулета – сыр, зелень и чеснок. Что самое главное в приготовлении вот рулета из свинины? Что нужно учитывать? Надо его хорошенько отбить, чтобы он был плоским и мягким. Тогда его будет удобно заворачивать. Я вообще не часто готовлю рулеты. Нет, я вообще не готовлю рулеты. Бывает иногда, очень-очень редко. Поэтому для меня это тоже так необычно. Кюнней строила грандиозные планы, чтобы впечатлить шефов своими кулинарными способностями и знаниями. Но экспертам не суждено было попробовать ее фирменные чипсы. Участница не справилась с духовкой. Черт, это была плохая идея. Ладно. Что не выходит? Что происходит? Так, с духовкой у меня Татьяна. не получилось подружиться. Буду картошку обжаривать. Вот. Пергамент летает внутри духовки. Поэтому забываем. А вот Аргентий всю первую половину готовки витал в облаках. Молодой человек никак не мог собраться и погрузиться в процесс. Я хочу сделать со свинину, пожарить на масле растительном. И добавлю я томатный соус. Сделаю. Мамочки, подождите. Это у меня от яблока. Это я уже помыла. Вторая половина тура. У кого-то ладно, у кого-то, похоже, проблемы. Но это никак не сказывается на настроении кулинаров. Между готовкой в спешке девушки успевают вспомнить первые шаги в кулинарии. Первое свое блюдо я приготовила в 7 лет. Нас одних с братом мама и папа всегда запирали, когда уходили на работу. И мы там чудили, делали все, что хотели. И вот однажды, я вдруг увидела рецепт печенья. Он был на кефире. И я решила его приготовить. А мой 5-летний брат, он всегда был за любой кипиш и поддержал эту идею. Мы это сделали, а мы же заперты были. И мы выдавили окно, вышли с этим печеньем и даже пошли к маме на работу. Первый вопрос, который спросила мама: ты выключила сковородку или нет? Была такая сковородка «Чудо». Она называлась так, «Чудо-сковородка». Ее не так уж и легко было включить, поэтому она очень удивилась. Первый кулинарный подвиг Олеси – печенье собственного приготовления. Когда маленькая была, в классе в 5, наверное, у нас в школе труды были, и мы там готовили овсяное печенье. Я, значит, научилась готовить это овсяное печенье, пришла домой и сказала родителям: на кухню не заходите, я вам готовлю сюрприз. Приготовила, значит, это печенье. Родители такие довольные: молодец какая, так вкусно прямо, какая ты молодец, печенье приготовила. Поели, значит, потом я пробую это печенье, а там галимый уксус. Там надо было соду погасить уксусом. Просто невозможно было есть. Но спасибо родителям, они сказали: очень-очень вкусно, ты молодец. И я не потеряла веру в себя. Вот. Аргентий приготовил поленту, но вот с киноа кулинару не удалось подружиться. Полента готова, и с кино, и свинина пока готова. Но креветки сейчас я посмотрю. Но я варил в воде, но хочу обжарить, но получится или нет. Как киноа на вкус? Ну, для меня как-то твердый. Такой. Еще поставить или что-то делать.
Как и у всех, кто любит проводить больше времени на кухне, опыт накапливается немаленький. Говоря модным языком, у каждого кулинара есть свои лайфхаки. У Кюнней хватит на целую передачу. Мы бруснику используем 2 раза. Это считается лайфхак. Например, делаем морс, потом из него делаем варенье. Что, не выбрасывать и полностью использовать витамины с брусники. Вот такой вот у нас есть лайфхак, если это можно назвать лайфхаком. Чтобы свинина получилась сочной и вкусной, ее обязательно нужно вымачивать в соляном растворе. Надеюсь, наши участники вспомнили об этом, потому что для корейки это самый главный шаг. А какое же мясо ждут от кулинаров наши шефы? А главное, какой соус? Мясо лучше готовить большими кусками. Вообще хорошо это, если это сювид, но если дома нету сювида, то при духовке можно приготовить большими кусками лучше. Так не засушим мясо. То есть тут основная задача, чтобы не пересушить мясо. Вообще основные соусы это кислота и сахар. То есть вот эта гармония кислоты и сахара подправить, а там дальше уже все, что угодно. Какие же соусы выбрали наши участники? Зима – это то берег ледяной, холодный и желанна только кружка горячего чая. То лед, утаивший застывшие пруды в ожидании лопат и коньков. Позднее утро и ранний закат, что на стенах рисуют узоры. И не может быть утро недобрым, без тепла и уюта в душе. Сохраните тепло с Хозмаркет. Кюнней начинает жарить мясо. Наш кулинар делает все в точности, как ожидают эксперты. Похвально. Главное свинине ее не передержать. Вот она будет очень сухой, это будет невкусно. Я обжариваю ее с 2 сторон, добавлю овощи и соус. А вот Аргентий рискует пересушить свое мясо. Кусочки для жарки слишком мелкие. Я готовлю в чесночном соусе, в чесночном масле. Чеснок, масло, посолю. И, в принципе, все. Потом соус должен решить, какой будет вкус, да, у блюда в целом. Он должен соединить гарнир с морепродуктами. Осталось ровно 20 минут, а Кюнней только приступает к приготовлению морепродуктов. Мидии она уже жарит, а вот креветки даже не очищены. Уйдет очень много времени, я не знаю, участница успеет или нет. Боже мой! Боже, 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 боже! Нет. Так, у кого есть креветки? Креветки я тебе отдала свои. А больше нет очищенных? Пока Кюнней ищет креветки, Олеся их уже выкладывает на тарелки. Похоже, к финишу Олеся подойдет первой. Я хочу вот сверху еще положить свинину и залить соусом. Ну вот соус не знаю, по краям будет или где. Пока не знаю. Сейчас. А соус уже готов? Соус готов, мне его осталось перетереть. Тарелки достала и Татьяна. В скорости участницам сегодня нет равных. Я выкладываю поленту. Я не знаю, как красиво его уложить. Ну, как-то так, наверное. Размазать. Судья сначала едит глазами. Надо это все всегда помнить. Поленту вы сами пробовали? Она вкусная? Ну, довольно сливочная получилась полента у меня. Я не знаю, как его уложить. Еще соус надо добавить. Соус я сделала к нему. Морской такой, не знаю. Кюнней успела решить вопрос с креветками и теперь приступила к соусу. Так, я делаю соус для креветок. Он у меня будет сливочный. Добавила сыр, масло, сливки. Должна была чеснок, но у меня, кажется, он закончился. А креветки готовы? Да, креветки готовы. Осталось все соединить воедино, чтобы получилась красота. Успеваете? Что с картофелем, с чипсами? Я про них забыла же. Боже, ну ладно.
обойдемся без них. Быть может, за пределами проекта Кюней готовит хорошо, но стрелки часов, бегущие вперед, явно сбивают ее с толку. Сложная задумка легла тяжким бременем на плечи кулинара. Девушка на ходу забывает о своих планах и не может правильно распределить время. Ага, креветки я буду жарить. И у меня полента уже готова для креветки. И сейчас. Может, вы начнете что-то выкладывать? У вас осталось 15 минут только. Ага, надо мне успеть. Татьяна уже взялась за сервировку. Участница впервые готовила мидии и не знает, какими они должны быть на вкус и получилось ли приготовить морепродукты так, как надо. Не знаю, как крушет. Получится, как получится. А мидии как приготовили? Мидии я отварила на воде, я не знаю, как их готовить. Надеюсь, соус все исправит, потому что соус я сделала на основе воды, в котором они варились. А креветки? Креветки я просто пожарила немножко. Надеюсь, судьям понравится, что по вкусу и по сервировке тоже. На последних минутах Аргентий сумел собраться и даже начал сервировать свои блюда раньше, чем Кюней. Я добавлю там свинину и чтобы соус, томатный соус. Я думаю, что вкус даст. На второе блюдо я сейчас посмотрю, как будет. Олеся достала свой рулет из духовки. Участница единственная из четверки решилась на рулет. Довольно сложное в исполнении блюдо. Хотела что-нибудь для украшения, но уже вообще не успеваю. Что в вашем блюде должны оценить эксперты? Ну, в первую очередь вкус. Что эксперты еще оценивают? Подачу, наверное, да? У меня соус ягодный и ягодный, фруктовый. Из яблок, такой остренький, типа а-ля чатни. Я думаю, что со свининой будет неплохо. Надо вытереть. Надеюсь, оценят. Надеюсь. Хорошо оценят, надеюсь. Пожалуй, одним из самых сложных моментов в нашем шоу является сервировка готового блюда. Еще бы, ведь она хранит в себе множество нюансов. Вкусно приготовленное, но некрасиво поданное блюдо может вмиг испортить впечатление о всей работе кулинара. Я не могу понять, как его подать, потому что у меня соусник только один. Налью его или... И со свинины, да. Я приготовила 2 соуса. Выбрала вот такой яблочный, но не знаю. Мне кажется, получилось немножко суховато. Времени остается все меньше, но Кюней не сдается и собирается все-таки воплотить свою задумку в жизнь. Кажется, участница поставила для себя слишком высокую планку. Это брюссельская капуста. Вместо картошки, вместо хрустящего элемента. Мне осталось сейчас поленту чем-то украсить, соус перетереть. Попробую сейчас перетереть. Так неудобно, что один блендер, что вот все, поэтому я, потерялась. Кюней уделяет много внимания декору. Девушка решила, что именно тыквенный соус должен стать украшением ее блюда. Я хотела красиво украсить, сервировать мое блюдо. Ну, конечно, я украшу, но жалко, что тарелки, они такие одинаковые у всех, круглые, да. Можно было, например, прямоугольный черный какой-нибудь из гранита, или там горшочки какие-то, либо квадратные тарелочки, или какие-то с узором, типа турецких, да. А у нас они какие-то простые, но зато большие, можно все что угодно положить, поэтому
ничего. А в начале нашего тура Кюне рассказывала о том, что много смотрит кулинарных передач, и главное, чему она научилась, это правильно распределять время во время готовки. Но, как показала практика, 1,5 часов для Кюне оказалось недостаточно. Девушка сейчас практически самая последняя подходит к сервировке, и не знаю, успеет она или нет. Осталось ровно 5 минут. Аргентий подошел к финишной прямой. Участник успел выложить оба блюда. Осталось добавить соусы. Ну, что-то у меня соус не получился вообще. Ну, то, что есть, уже время же закончился. И что есть, даем. И у меня есть еще томатный соус не готов. Наконец, Кюнней приступает к сервировке. Я делаю формочки по ленте, чтобы не просто их так подавать, да, чтобы было как-то красиво. О боже. О боже, 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 боже. Что там? Там какой-то черный элемент, кажется, это подгоревший чеснок. Мне вкусно. Все. 5, 4, 3, 2, 1. Отойдите от столов. Так быстро прошло есть. время. Все, не прикасаемся больше к тарелкам. А, да? Да, все. Кажется, наши участники не в восторге от своих блюд. Кюнне не успела как следует украсить, а вот Аргентий недоволен соусом. Участники, я очень рада, что вы все уложились по времени, и сегодня ни одна тарелка не пустует. Прямо сейчас ваши блюда отправятся на дегустацию к экспертам. Уважаемые помощники, прошу вынести блюдо. Блюда уже отправились к шефам на дегустацию. Участникам остается только ждать и гадать, чьи же блюда станут лучшими. Я посмотрела на блюда других участников. Вот мне показалось, что вот видно, что Татьяна, она смотрит кулинарные передачи. Вот прям видно такие вот тенденции модные в кулинарии, в украшении. Аргентий, видимо, торопился, у него, видимо, недостаточно было времени для украшения. Ну, вот тоже как-то заметно. Впервые всех закончила Олеся. Она была моей соседкой, быстрее всех закончила, стоит такая спокойно, смотрит на всех. А мы там типа орем, кричим. Я смотрю, она очень хорошо сервировала свое блюдо. Положила перчики, я смотрю, она положила перчики, думаю, ё-моё, нет, не положила. У Кюне очень было много ингредиентов. Надеюсь, она угадала, что с чем сочетается, и блюдо получится цельным. Павел Габышев, шеф-повар, география работы Москва, Алматы, Санкт-Петербург, организатор недели якутской кухни в Благовещенске, обладатель приза в номинации «Кухня без границ». Николай Атласов, шеф-повар, член Национальной ассоциации рестораторов, ательеров и туризма Ассоциации гостеприимства Республики. Сарглана Винокурова, преподаватель спецдисциплин Якутского технологического техникума сервиса, главный эксперт по компетенции поварское дело. Прямо сейчас эксперты приступают к дегустации блюд, и первым они пробуют полента Татьяны. Несмотря на скудность моих продуктов, я хоть что-то выложила на тарелке. У меня немножко не получился соус к свинине, но, надеюсь, сервировка мне поможет, потому что я сервировку начала самой первой. Мне 20 минут целых было на это дело. Слегка не доработали. Не хватает какой-то насыщенности, потому что соус, он либо это гарнир, может быть, скорее гарнир, что я ошибаюсь. Креветка слегка жестковатая, передержали. Каши я бы добавил сливочного масла. Мне нравится. Только надо поработать с подачей. На вкус неплохо. Надо было
свинину готовить более сочнее. Температурный режим тут нужно соблюсти. И гарнир слишком рассыпчатый. Можно было туда добавить сливок, немного сыра, да, улучшить вкус. На очереди блюдо аргентия. Какой будет оценка наших экспертов? Ну, томатный соус более такой, ну, получился, грубо говоря, да? А морковный не очень. Это, по-моему, морковь. Да? Ну, очень присолено. Гарнир очень суховат. И свинина тоже очень сухая. А так она очень даже мягко сделана. Второе блюдо может быть. Сразу скажу, это, ну, столовка. Вот, смотрится как столовка. Первое блюдо он очень хорошо подал, а второе это как, прям... Эксперты сегодня строги к нашим кулинарам. Что же они скажут о работе Кюнней? Девушка планировала подать одно, но в спешке забыла о некоторых ингредиентах, и на дегустацию к шефам унесли незавершенные блюда. Я немножко расстроена, конечно, потому что я не успела положить то, что хотела. Это обжаренная брюссельская капуста для хрусткости, да. Потом я хотела добавить, вот так вот красиво сделать пюре из тыквы, но оно у меня не получилось, то есть я его не успела выложить нормально. Еще я хотела добавить соуса побольше к свинине, но тоже как бы не успела. Вообще все в спешке вот так вот выбросила на тарелку, можно сказать, да. Достаточно вкусный соус, который соединяет всю поленту. То есть это хорошо то, что соус был полит на гарнир, так как гарнир, он получился в этом блюде пресновато слегка, но соус дополняет его. Креветки вообще не очищенные. Я даже не буду пробовать. Соуса тут вообще я не вижу. Сгорело. На сковородке, наверное, мидии кричали «Ай!», но повар не услышал это. Свинина приготовлена хорошо. Соль, перец все есть, но слегка суховато. Осталось оценить блюдо Олеси. Впечатлит ли экспертов рулет нашего участника? У меня время было для сервировки. Моя фантазия, конечно, не совсем вот разгулялась. Недостаточно времени, но все-таки было. И я постаралась украсить. Я вообще не эксперт в украшениях, но я старалась. То есть получилось какая-то полента, жареная с болгарским перцем и креветками. Это все варилось в одном чане, наверное. И вот чеснока что-то много добавил. Получается, сначала так нежно идет, а потом на тебе как будто сзади. Грубая нарезка чеснока, крупная, невкусная. Ну и ребятам не хватает чуточку перфекционизма, чтобы овощи были все нарезанные, нашинкованные одинаковым диаметром, либо это кубик, то ровный кубик, да. В этот раз шефы никак не могли определиться с лидерами сегодняшней гонки. Завершив дегустацию, они продолжили обсуждение уже на нашей кухне. Выбираем только двоих. Ну, да. В принципе, первое сочетание, да, то есть томаты кинза, сама полента и креветки очищенные. А четвертый, да, вот... По сложности. По сложности, да. По Потому что человек сложности старается. Вот. мясо, да, там много времени ушло у него. Из этих троих тогда надо выбирать. Никогда эксперты так долго не обсуждали блюда участников, и спор был нешуточный. Наконец, эксперты определились с теми, кто пройдет в полуфинал, и прямо сейчас расскажут вам о том, какие у них впечатления от вашей работы. Пожалуйста. Первый участник, у вас закуска из морепродуктов. Мы не поняли ваш соус. Второй участник, мы не нашли вообще соуса в вашей работе. Третий участник, мы не поняли подачу морепродуктов, почему они не очищенные были, креветки.
Так, четвертый участник. У вас мы не поняли палетту. Соус сам вообще где он находится у вас? Первый эксперт довольно жестко раскритиковала каждого участника. Неужели шефам совсем не понравилась работа нашей четверки? Достаточно интересная игра, то есть с тартарами, да, то есть это яблоко плюс томаты и кинза, они как бы дружат друг с другом. Это удивило, то есть внешне очень красочно, ярко смотрится, плюс были хорошо приготовлены морепродукты. По второму участнику скажу то, что интересное сочетание соуса морковь, тыква, но слегка вкус был такой насыщенный, что то есть соль перебивала овощи. Третьему экспериментатору соус, да, очень хороший был. Но, в принципе, можно было то, что сбоку вот замарано, его можно просто как-то убрать. Так. Сливочное масло, когда жарили же, да? И когда жарили, лучше добавляйте сливочное масло, растительное масло. Она не будет гореть. Она у вас сгорела просто. По четвертому участнику рулет, да, текстура хорошая, не разрушилась. А вот чеснок надо было чуть помельче или чуть поменьше. Знаете, вот когда кушаешь, все идет хорошо, потом сзади не ожидаешь вкус чеснока. Ну и опять же, вот острую, если там есть острое, да, ложите острое. Если не острое, уберите. Вы оказались друг для друга очень сильными соперниками, и экспертам действительно было очень сложно выбрать только двух полуфиналистов. И прямо сейчас мы готовы вручить фартуки тех, кто пройдет в полуфинал. Друзья, итак, фартуки полуфиналиста получают участник по номеру 1, поздравляю, и участница по номерам 3. Олеся и Аргентий, не расстраивайтесь, вы получили оценку экспертов, которую вы хотели, и желаем вам удачи. Я не расстроена, что я не прошла дальше. Мне был интересен этот опыт. Мне понравилась атмосфера, мне понравился драйв, прям эмоции, вот эта вот готовка, задание, все вот это очень интересно было. Ну, не прошла дальше, немножко не доделала, не додумала, наверное, времени мне немножко, может, не хватило. Ничего, есть над чем работать. Я рад, Татьяна и Кунде прошли на следующий этап, и я буду болеть. Честно говоря, я не ожидала, что я пройду следующий этап, но после такой критики разгромной, да, вроде бы они сказали, что это был эксперимент какой-то, да, что креветки не очищены, что тыквенное пюре было немного не в тему, но все равно почему-то они выбрали именно нас с Татьяной. Я так предполагаю, что они смотрели на оформление, конечно же, да, и в общем, я очень рада, неожиданно, вообще не ожидала. Сказать честно, я не ожидала такой оценки от судей. Не знаю, что будет дальше. Дальше будет еще сложнее, я это понимаю. Буду надеяться на лучшее. Отборочный тур завершен. В следующем выпуске мы встретимся с первой четверкой полуфиналистов. Кто же из них сможет доказать, что именно он лучший, и стать финалистом нашего шоу? Смотрите нас каждую субботу в 12:45 на телеканале НВК Саха.